Организаторы расставляют спортивный инвентарь. Участники с нетерпением ждут старта. Команда Летского психоневрологического интерната стала готовиться к испытаниям задолго до этого дня. И, как правило, они никогда не уезжают с соревнований без медалей. Им нравится общение с другими ребятами. Им нравится выезжать из нашего села. Это же город, это красиво. Впервые соревнования специальной олимпиады участников собирают в таком масштабном месте, где есть все условия для спортивных баталий для особенных спортсменов. Мы желаем вам честной игры, высоких результатов, поддержки, преодоления и взятия совершенно новых для себя вершин. Потому что мы в вас верим. Мы желаем вам успеха. Мы желаем вам найти то общение и посмотреть, как вы друг друга поддерживаете, действительно развиваетесь вперед. Марш! Довести большой мяч через препятствия и забить в маленькие ворота. Или донести мягкие фигуры и построить дом. Всего 8 этапов. Здесь главное – внимательность и координация. Несмотря на легкость заданий, судьям оценивать нелегко. Побольше чувств, побольше внимания, побольше старания, потому что они очень чувствуют это, они понимают, они этого ждут. Поэтому даже посложнее будет судить, чем со здоровыми людьми. По словам организаторов, это соревнование всего лишь тренировочный день двигательной активности для людей с ограниченными движениями. Но для самих участников настоящий спортивный праздник, где порой рождаются настоящие звездочки. И наши особенные спортсмены из Коми сегодня собирают лавры на международных пьедесталах. Хочу сказать, мы посчитали, в течение 10 лет, получается, у нас где-то 20-25 инвалидов выезжали за пределы России на международные соревнования. Это и Бельгия, это и Америка, это в Австрию, в Грецию, в Китай, в разные виды. То есть наши спортсмены показывают очень хорошие результаты в своем виде спорта. В конце соревнований всех участников ждали награды, медали и сладкие призы. Но самый главный подарок для них – новые друзья, новые эмоции и заряд бодрости на целый год. Елена Кононова, Олег Костромин, телеканал Юрган.